Приветствую всех на канале Магия Песка. Мои дорогие любимые зрители, меня зовут Ольга, и сегодня для вас я сделаю отсыпочку на такую тему. Кто очень сильно хочет с тобой поговорить? Кто этот человек и о чем этот человек хочет с тобой поговорить? Загадайте, пожалуйста, на себя. Пусть нужная и важная информация вам, мои дорогие любимые, обязательно откроется. Я прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только лишь самую важную, нужную и полезную информацию. Ох, действительно хочет поговорить. Смотрите, какая птичка. Вот она. Хохолочек у нее такой, вот голова, клювик маленький, тельце и крылышки расставила. Какой-то прям, я не знаю, с хохолочком. Что за птички такие, у кого хохолок есть на голове? Интересный, конечно, персонаж. Человек, который ключ хочет вам отдать. Видите, в лапках этой птички ключ. Вы знаете, вот хотите верьте, хотите нет, но вот точно скоро этот человек объявится, да, не только на песке расскажет, но и лично придет, либо от этого человека придет письмо, либо смс-ка, да, в современных реалиях это смс-ки. Ключ. Хочет вам дать ключ, хочет вам все объяснить, хочет до вас достучаться. Вы же эту птичку прям отгородили, да, вы прям стену такую огромную выстроили. Стену не хотите не слышать, не видеть, оно вам и даром не надо. У вас к этому человеку, ну вот как, знаете, негатив, да, вот злость, разочарование. Чувствуете себя, не знаю, как будто бы обманутой, да, вот что, возможно, обманул вас этот человек. И намеренно закрываетесь и говорите: я не дам тебе второго шанса, да, либо там третьего шанса, чтобы ты меня опять обманул. И здесь еще, знаете, причастны некие люди, которые как мошенники, обманщики, либо люди, которые специально вносили какую-то негативную информацию, как раздор сеяли, да, семена такие негативные. И эти семена с вашей стороны очень сильно дали рост, выросли, взросли, такими прям зарослями стали. Очень похоже, что либо вас обманули по поводу какого-то человека, либо какого-то человека перед вами подставили, либо человека подтолкнули каким-то негативным действием и опять же посеяли неуверенность в вас, и вот это одно на другое, коса на камень, и пошли искры очень сильные, которые выжигали любовь, выжигали доверие, выжигали все то хорошее и теплое, что между вами было. Я не буду оправдывать мужчину. Я скажу так, что в жизни всякое бывает. И подставляют, и голову дурманят, да, и мару наводят, и всякие там внушения, всякие гипнозы, влияния, и тем, как привязки делают, и остуды делают, всякое делают. Да? Люди разные, люди на все гораздо. И это, кстати, страшно на самом-то деле. Как будто бы у вас были отношения с этим человеком, но человек что-то сделал, и вы от этого человека отвернулись. Да? Вот обиду какую-то причинил. Может, загулял, может, обманул, может, предал, может, и еще что-то там. Да? Вот. Была ссора между вами. Либо, может быть, и ссоры не было, вы просто его вычеркнули из своей жизни отовсюду, да? Везде заблокировали. И решили, что нет, все, вот только подойди, и я с тобой разберусь. Вот. Мужчина же, когда все это понял, он просто ужаснулся и такой: Господи, что же я наделал, да? Либо как же такое могло произойти? Я вижу, что у этого человека, который хочет с вами поговорить, на сердце к вам любовь. Любовь настоящая, искренняя любовь. Но то, что произошло, у него в голове никак не укладывается. И, возможно, он долгое время пытался с этим разобраться. Может, он ходил по разным людям, задавал вопросы. Может быть, он даже ходил, обращался к гадалкам, эзотерикам, экстрасенсам.
и пытался понять. Ну, судя по всему, он знает, что произошло, потому что у птички ключ в лапках. То есть он знает, да, он хочет с вами именно об этом поговорить. Поговорить о том, что его подставили, поговорить о том, что, возможно, он действительно под каким-то воздействием был, влиянием, либо воздействием. Может, его специально напоили, какой-то женщине подложили, а выставили, как будто бы он там гулящий, да, например, либо сильно пьющий, там, безответственный, там, какой-то непорядочный человек. Возможно. А возможно, действительно, вот в дурную компанию затянуло, там его быстренько опоили, окрутили, и он как будто бы потерял контроль над собой, да. Но надо отдать должное этому мужчине, что он не оставил все как есть. Он такой: нет, надо разобраться, нужно там до истины докопаться, и нужно, в общем, все вернуть. И вернуть то, что я потерял. Потерял он очень много. Он потерял вас, он потерял любовь, он потерял шанс на счастье, на счастливую жизнь. И, конечно, ему это болит, конечно, ему покоя это не дает. А в тех условиях, в которых он оказался, то есть как бы до вас не достучаться, вы его везде вычеркнули, заблокировали, это очень тяжело. Но мужчина будет прорываться, так сказать, с боем. Я вижу, что вы этому мужчине прям не верите. Категорически нет, и все, не верю, и не подходи, не хочу слушать. И это понятно, что будет очень тяжело ему до вас достучаться, и тяжело этот ключ дать. Возможно, вы не будете его принимать. Сейчас я еще на картах посмотрю, что случилось. Что случилось? Что произошло? Ну, у него в руках ключ от счастья, ну вот как он думает. А произошло то, что вот подставили его, либо хитростью, да, от счастья оторвали в обратную сторону, да, видите, вот он клевер, вот он всадник, смотрит всадник в другую сторону, прям оттянули от счастья. Какая-то змея постаралась, и, возможно, не одна, да, змея счастливую пару, либо счастливую семью решила погубить. Ну, больно, конечно, такие вещи, ведь это неправильно. Раскол, холод, разъединение, отстранение – это все, что происходит сейчас. Было счастье, была любовь, но вот какая-то змея. Но мне почему-то идет, что это не один человек, да, возможно, один инициатор, а другой ему помогал. Но вот главное — это змея, это женская фигура, которая сделала все, чтобы вы разошлись и не общались, и между вами прям ледовая эта корка появилась. Мыши делали специально, делали разлучную, либо рассорку ставили, либо действительно какое-то психоэмоциональное воздействие произошло, знали, на какие точки у вас давить, знали, что с мужчиной там делать, как его охомутать, окрутить. Но мужчина, в отличие от вас, вот искал правду, и он ее нашел. В отличие от вас, это не в укор вам, а это именно подчеркивается, да, что вы здесь жертва, что вы в обиде. И да, вы имеете полное право обижаться и злиться, а мужчина как бы тут ушами прохлопал, да, либо глазами прохлопал. То есть по допущению мужчины это все произошло. Если бы мужчина был начеку, если бы мужчина вот прям, ну, вел себя как полагается, скажем так, берег бы и вас, и вашу нервную систему, и любовь вашу берег, то ничего бы не случилось, никакая бы змея не проползла. Ну, спохватился, скажем так, да. Пусть поздно, но тем не менее он это делает. Он правду узнал. У него есть на руках какие-то объяснения, доказательства, факты. То есть что-то есть, да, ключ у него в руках есть. Ключ, который замочную скважину открывает. И если вы дадите ему шанс оправдаться, он оправдается. Он знает, что сказать, и то, что он будет говорить, это будет правдой. Дадите ли вы ему второй шанс? Ну, он об этом мечтает, он на это очень сильно надеется, потому что вы его жизнь, вы его судьба, он видит свое счастье именно рядом с вами. Но опять же, он знает, как это быть с вами. Он понимает, что это прям блаженство и счастье. Это кайф, это там 7-е небо, да? А без вас это холод, это мрак, это голод, это такие безликие, холодные дни, которые ему уже надоели, да? Вот его прям выворачивает от этого всего, и он теряет и вкус, и смысл жизни. А вот с вами все было по-другому. Кстати, эта ситуация между вами для мужчины, она максимально поучительная. Она буквально из глупого мальчишки настоящего мужчину сделала, да, как вот всю дурь с него выбила. Возможно, да, так оно и должно было быть.
Возможно, через боль этот мужчина и учится, через боль он взрослеет, самостоятельным становится, умнее через боль. Но вот какая-то, да, патовая ситуация между вами произошла. Но еще раз говорю, здесь кто-то вмешался, здесь четкое вмешательство, и здесь я вижу двух людей, и карты нам показали змею. То есть специально вмешались, специально вас разлучили, развели. Да не просто разлучили, развели, а максимально жестко это все сделали, чтобы вы уже этого мужчину к себе не подпускали, чтобы вы прям в жесткой обиде остались на этого мужчину. Вот. И чтобы у мужчины не было ни единого шанса вас назад вернуть. Но любовь, она не такое дело, да, любовь, она чудеса творит. Вот, мужчина искал, мужчина нашел, мужчина знает, что кто виноват, и мужчина хочет с вами об этом поговорить. Понимает, что, конечно, он тоже виноват, но с другой стороны, возможно, его объяснения помогут вам, но немножечко смягчиться в его сторону. Конечно, он будет стараться, он будет все это выправлять, исправлять, ну а там дальше время покажет. Вот мне идет, что он либо на пороге у вас, да, со своими этими объяснениями, либо он вам напишет, найдет там какой-то, не знаю, телефон, либо это будет телефон какого-то знакомого друга, ну не заблокированный у вас, да, и вот будет вам эти смс-ки строчить, либо лично с вами пытаться пообщаться, но тут есть риск, что вы его сразу сбросите и тоже телефонный номер заблокируете. Ему есть что сказать. И, если честно, это интересно. То есть вам стоит послушать. Возможно, действительно обида не будет такой сильной, и вы поскорее сможете избавиться от этой боли. Я не оправдываю мужчину, я просто говорю, что его подставили, но он тоже приложил руку к тому, чтобы вот вес его обиды, он усилился. Да? Нужно быть более осознанным, более внимательным и быть более мужиком, а не каким-то малолеткой, да? Вот как он себя вел. Так, это первый момент. Второй момент. С вами очень хочет сильно поговорить некая женщина. Женщина, которая в свое время, скажем так, наговорила вам лишнего. Да, вот каких-то там гадостей вам наговорила, то ли вы поссорились с ней, то ли она вас там распекала, упрекала. И теперь эта женщина, скажем так, жалеет об этом, да, и жалеет очень сильно. Возможно, она не хотела всего этого говорить, возможно, такое было состояние, настроение, возможно, она просто сорвалась с катушек, да, там нагрубила, нахамила, а потом остыла и такая думает: боженьки, что же я натворила, да, вот как-то так у нее могло произойти. Может, это ваша родственница, может, это ваша мама, может, там, не знаю, бабушка, сестра. То есть что-то между вами такое взрывное произошло, и сейчас эта женщина очень сильно жалеет, очень сильно жалеет. Ей вас не хватает, ей хочется, чтобы все это вот стерлось, забылось, и никогда такого не было. Сказала слова, которые на уме на самом деле не имела. Да? Это все эмоции, это все вот эти страсти, это все стресс, да, который вот по телу, кортизол гуляет, вот она и вспылила, вот она и наорала, вот она и наговорила всяких неприятных вещей. Хотя на самом деле она так никогда не думала, да, и отношение к вам совершенно другое. Ей хочется что поговорить, объяснить, не знаю, попросить прощения, договориться с вами. Хочется все это вот как стереть, обнулить, вот мне идет, да. У нее такие желания, что вот закрыть глаза и в прошлое вернуться, и прожить этот день, либо прожить эту встречу, и ни в коем случае с вами не поругаться. Она говорит: лучше бы я себе язык откусила, чем я вот наговорила этих слов. Слово «не воробей», да, вылетело не впоймаешь, либо как там говорят, можно кушать что угодно, но нельзя говорить что угодно, потому что слова, они ранят достаточно сильно и больно, даже сильнее и больнее, чем, например, оружие. Некоторые слова, да. Но уже дело сделано, и теперь вот надо как-то выбираться из этого, надо как-то пытаться все это исправить, откорректировать, изменить. Дальше еще показывают человека. Я так скажу, этот человек вам, скорее всего, не знаком. И, скорее всего, вы на этого человека не обращали внимания. То есть, возможно, видели, но так, чтобы прям ахнули-охнули, обратили внимание, либо заинтересовались, нет, такого я не вижу. Этот человек достаточно симпатичный и с каким-то кротким характером. И вот возраст, что-то вот про возраст идет.
Молодой, наверное, моложе, чем вы. Человек, который вас взглядом провожает, не идет. Вот было такое, что несколько раз вас взглядом провожал. И еще этот человек вас постоянно глазами ищет. Ищет в толпе, либо ищет в интернете. Ну, может быть такое, да? Поисками занимается. Кстати, светлое сердце, сердце чистое, сердце желающее, жаждущее любви. Вот как-то так мне идет. Ну, давайте посмотрим, что карты. Ну, шансы ищет, Даша. Ну, слушайте, он не такой уж и молодой. Ну, а может быть, он и молодой, но просто настоящий мужчина, да? Серьезный настоящий мужчина, потому что карта джентльмена вышла. А вы какая-то его фантазия из прошлого. Вы, не знаю, вот может, кого-то напоминаете очень сильно. А может быть, он когда-то вас видел, когда еще, не знаю, ребенком был, например, да? Может, это какой-то брат вашей подружки, самый младший брат. Может быть, он был малышом, а вы уже были девушкой, да? И вот он там в детстве, да, детская это фантазия, эмоции, и вы просто вот вошли в его сознание и не вышли. Думая о вас, этот мужчина, он испытывает и боль, и радость. Да? Вы его солнце, но вы его коса. Боль, наверное, потому что, ну, как не подойдешь, да, там разница в возрасте, разница в статусах. А вдруг вы замужняя, да, ну что, идти и разрушать семью, понятно, что он этого делать не будет. А Солнце, ну что, Солнце — это наша самая любимая планета, которая дает нам жизнь, дает нам энергию, дает нам тепло, дает нам еду, там, потому что все растет под солнцем. То есть какие-то у него такие чувства к вам, одухотворенные, да. Здесь не просто про страсть, здесь нечто большее. Здесь вот даже на какую-то первую любовь похоже, да, на очень глубинные чувства. И почему-то еще задействована вот эта память, да, память. Вот как будто бы он вас с детства знает, вот прям с самого пупешку знает. Ну, либо вы похожи на кого-то, кого он с детства знал. Такое тоже может быть. Но чувства здесь не детские. Чувства здесь серьезные и желания очень серьезные. И вот мне идет, что он вас в толпе ищет, либо в интернете ищет. Возможно, вы где-то там были, где-то он вас увидел, там впечатлился, эмоционировать стал. Ну, либо вы там, допустим, вместе, не вместе, а рядом, да, живете, либо работаете где-то там рядышком. И вот он мало что о вас знает, ему хочется узнать о вас информацию, и вот он рыскает там везде, в интернете ищет, там каких-то общих знакомых ищет, либо тех, кто вас знает. О чем хочет этот мужчина поговорить? Ну, во-первых, он хочет с вами познакомиться, вот по-настоящему познакомиться, представиться, поговорить, пригласить вас куда-то. Хочется произвести на вас впечатление. Хочется, чтобы вы в нем увидели не какого-то там молодого парня, а именно настоящего полноценного мужчину. С другой стороны, я вижу, что случай как-то вот не представился, да, либо вы всегда с кем-то, либо вы куда-то всегда спешите, а может, вы садитесь в автомобиль, уезжаете, и он такой, куда? Никак, да, за вами не угнаться. Но он мечтает об этом, он мечтает о том, что он сможет с вами поговорить, он мечтает о том, что он сможет, вот не поверите, муха на окно прилетела с обратной стороны, а там вообще-то на минуточку дождь идет. Ну да, понятно. Как раз про него начала говорить, и муха прилетела, и не улетает. Взлетает, отлетает, назад прилетает. Вообще, я не знала, что мухи под дождем умеют летать. Ну, наверное, могут. Возможно, этот мужчина, он как муха назойливым будет, да? Или очень назойливо, настойчиво будет добиваться любви. Может быть, он для вас будет являться такой вот мухой, да, от которой вы будете как отбиваться, которую вы будете отгонять, а он все равно будет к вам приставать. Странно, конечно, что именно муха прилетела. Была такая цыпка, вот гадала, там прям такой огромный жук с усами прилетел, а тут прям муха. Удивительно. Может, просто не будете его воспринимать, да, будете думать, что он какой-то молодой дурачок, который пристал ко мне, ну, типа, несерьезный, да. Но судя по его чувствам,
потому что он видит крест, ну, чувства серьезные. И, возможно, эти чувства возникли и будут с ним на всю жизнь. Давайте еще посмотрим, к чему эта муха. И действительно ли этот молодой до ранний будет для вас как эта муха? Не, ну понятно, что если возраст сильно там отличается, то многие женщины очень негативно относятся к столь молодым. Ну, ребенок, конечно, ребенок. Ой. Ну, это да, муха, ребенок ищет шанса. Вот вроде типа я взрослый, на самом деле в ваших глазах он прям совсем ребенок, и вы будете в чем-то его подозревать, будете думать, что у него какие-то нехорошие намерения, что сильно большая разница в возрасте, и вот чего-то он хочет, да? Не того, чего хотите вы. Ну да, вы его солнце, а он для вас всего лишь маленькая мышь. Не муха, но мышь, но тоже настойчивая, назойливая. Ну что ж, бывает, иногда так бывает. Хотя, наверное, зря, да, ведь много же успешных пар, счастливых пар, когда разница в возрасте, когда мужчина помоложе, женщина постарше. И со временем вообще эта разница, она как будто бы стирается, и пары очень счастливо живут. Но опять же, на вкус и цвет, да, все фломастеры разные, либо карандаши разные. Вам решать. Я вижу, что с левой стороны этот парень, он таки найдет путь к вам, хотя путь очень непростой. Это не какая-то дорога, а это как подъем. Да, возможно, он, не знаю, вырастет в плане там материальном, да, в плане достатка, ну, чтобы было что предложить, чтобы не было подозрений, что он там на вашу жилплощадь покушается, либо там на ваши деньги покушается. Но с другой стороны, я вижу, что есть какая-то как преграда, да, которая не позволяет вам именно сейчас с ним контактировать. Ну, возможно, это с вашей стороны оберег, возможно, это общий оберег. То есть, если сейчас он подойдет, то вы 100% посмеетесь и пошлете, и никогда не будете воспринимать всерьез. Может быть, это. То есть, возможно, в будущем, да, в недалеком будущем все-таки будет разговор, будет знакомство, и этот парень начнет за вами ухаживать. Возможно, да? А возможно, просто признается в своих чувствах, и вы уже там решите, что с этим парнем делать. Но мне идет прям молодой, сильно молодой. Да? Там разница где-то больше, чем 10 лет, да? Возможно, даже больше, чем 15 лет. Прям совсем-совсем молодой и юный. Возможно, он даже с родителями живет, да, у него там ничего своего нет, там учится еще, может быть, в школе, либо там где в вузе учится, либо только начал учиться. То есть как-то так даже идет, прям совсем молодой. Но, тем не менее, любви все возрасты покорны. Правильно, так же классик говорил. Посмотрим, что из этого выйдет. Мои хорошие, на этом все. Берегите себя. Всем спасибо за внимание. Всем пока-пока.